Привет-привет! Меня зовут Ажар, и мы продолжаем с вами легко и быстро запоминать казахские слова. Я хочу с вами поделиться способом, с помощью которого можно очень быстро, эффективно и на всю жизнь запомнить слово. Мои видео предназначены для людей, которые разговаривают на русском языке, но хотели бы быстро запоминать казахские слова, увеличивать свой словарный запас и в конечном итоге начать разговаривать на казахском языке. Сегодня мы будем запоминать такое слово, как алмурт. Алмурт. Вот это вот У с черточкой, оно звучит глухо. Не У, а алмурт. Алмурт. Если вам сложно произносить это слово, пожалуйста, загуглите произношение этого слова, прослушайте несколько раз, потренируйтесь, попроизносите, и я думаю, что вы сможете правильно произносить это слово. Для того, чтобы легко запомнить какое-то слово, нужно посмотреть на сам предмет или на его картинку. Это груша. Алмурт – это груша. Алмурт – это груша. Смотрите, грушу. Угу. Вот. И теперь мы начинаем составлять предложение со словом алмурт. У нас здесь возле Алматы, в районах Алматы, растет очень знаменитый сорт алмурт, называется талгарка. Она такая очень сочная, очень вкусная. Также есть такой сорт алмурт, как лесная красавица. Она такая потолще, но очень вкусная. Из алмурт получается очень вкусное варенье. Алмурт можно засушивать, но у нас это не так распространено, как засушивание яблок. Иногда прям очень-очень сильно хочется поесть алмурт. В детстве у нас была, когда мы учились в школе, это была такая загадка. Висит груша, нельзя скушать. Висит алмурт, нельзя скушать. Что еще? Алмурт по своей форме напоминает лампочку. Есть такой сорт алмурт, называется дюшес, знаменитый сорт, из которого раньше в нашем детстве делали лимонад, и он назывался дюшес, и такие в бутылочках продавался дюшес, и там был нарисован алмурт. На такой маленькой наклеечке был нарисован алмурт. Дай мне, пожалуйста, вон тот зеленый алмурт, я его хочу съесть. В вазе стояли зеленый алмурт, желтый алмурт, яблоки, виноград и другие фрукты. Вот таким образом составляйте предложение со словом алмурт до тех пор, пока вы полностью не поймете, не проясните и не запомните это слово. Количество предложений здесь играет роль. Только благодаря повторениям вы сможете на всю жизнь запомнить это слово и сделать так, чтобы это слово вошло в вашу память. И никогда больше не забудете это слово. Поэтому тренируйтесь, составляйте предложения, составляйте собственные предложения. Мои предложения здесь только для примера. Вы должны составлять собственные предложения. Только в этом случае вы сможете запомнить это слово.
Пишите комментарии, что у вас вышло, какие у вас были победы, какие у вас были достижения. Каждое проясненное и каждое запомненное слово ведет нас к нашей большой цели. Спасибо вам за то, что смотрите мои видео. Спасибо за то, что ставите лайки, делитесь, подписываетесь на меня. Я очень рада. Ну все, пока.